Раз, два, три. Говорю. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре. Соседа считать? Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Давай, давай, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. А потом стану просто. Раз.
проиграл. Днем он проиграл. Добрый день, дорогие зрители! Мы рады приветствовать вас на матче женского чемпионата Республики Беларусь между футбольным клубом «Витебск» и футбольным клубом «Днепр-Могилев». Прослушайте составы играющих сегодня команд. Команда гостей – футбольный клуб «Днепр-Могилев». Номер 1 – Сведунович Мария. Номер 7 – Горлюгова Виктория. Номер 10 – Денисенко Анна. Номер 11 – Конева Алина. Номер 13 – Манюкова Дарья. Номер 17 – Ситникова Арина. Номер 18 – Капункина Валентина. Номер 21 – Капустина Зарина. Номер 26 – Осмоловская Кристина. Номер 7 – Нижегородова Валентина. Номер 97 – Артишевская Яна. Запасные игроки. Номер 12 – Скрипунова Ангелина. Номер 3 – Ручинина Валерия. Номер 4 – Савченко Надежда. Номер 8 – Рученко Любовь. Номер 9 – Барбаренко Валерия. Номер 15 – Лазаренко Маргарита. Номер 23 – Денисенко Юлия. Тренер команды Соболев Михаил. Команда футбольного клуба «Витебск». Номер 16 – Козлова Дарья. Номер 7 – Карпова Ксения. Номер 8 – Романчук Каролина. Номер 9 – Васильева Наталья. Номер 10 – Ягушевич Александра. Номер 11 – Петрова Валерия. Номер 17 – Бузинова Елена. Номер 18 – Калоша Ксения. Номер 21 – Игруша Анастасия. Номер 22 – Сидорчук Анастасия. Номер 77 – Верхолайцева Екатерина. Запасные игроки. Номер 2 – Скрипкова Елена. Номер 4 – Олещенко Яна. Номер 5 – Мируца Маргарита. Номер 6 – Широчкина Дарья. Номер 13 – Шараева Александра. Номер 14 – Логинова Виктория. Номер 15 – Кучмарева Евгения. Тренер команды Вектив Сергей. Судейская бригада в следующем составе. Главный судья Лобанов Руслан. Помощники судьи Соколович Валентина, Леньковская Татьяна. Резервный судья Забелла Павел. Инспектор Кузьмин Владимир.
внимание, звучит государственный гимн Республики Беларусь. Добрый вечер, уважаемые болельщики и любители футбола. Я, Владислав Рынкевич, приветствую вас с комментаторского мостика, который находится в футбольном манеже в Витебске, где сегодня местная команда примет футбольный клуб Днепр-Могилев. Достаточно интересная встреча нас сегодня с вами ожидает, поэтому сразу приступим к составам команд. И начнем с хозяев поля. В воротах номер 16 Козлова Дарья, 7-я Карпова Ксения, 8-я Романчук Каролина, 9-я капитан команды Васильева Наталья, 10-я Якушевич Александра, 11-я Петрова Валерия, 17-я Бузинова Елена, 18-я Калоша Ксения, 21-я Игруша Анастасия, 22-я Сидорчук Анастасия, 77-я Верхолайцева Екатерина. Главный тренер Сергей Вектер. У Днепра сегодня в воротах номер 1 Сведунович Мария, 7-я Борлюгова Виктория, 10-я Денисенко Анна, 11-я Конева Алина, 13-я Манюкова Дарья, 17-я Ситникова Арина, 18-я Капункина Валентина, 21-я Капустина Зарина, 26-я Осмоловская Кристина, 27-я капитан команды Нижегородова Валентина, 97-я Артишевская Яна. Главный тренер команды Михаил Соболев. Ну что ж, судить сегодняшнюю встречу будет у нас главный судья Лобанов Руслан, его помощники Соколович Валентина, Даньковская Татьяна и 4-й судья Забела Павел. Инспектор матча Кузьмин Владимир. Ну что, и сейчас Руслан Лобанов будет свистеть. Все у нас согласно таймингу. На сегодняшний день по очкам и по занимаемым местам командами. 7 очков в активе у Витебска, занимают они 7-ю позицию. И 15 очков в активе у команды из Могилева. 4-е они в турнирной таблице. И на самом деле сегодня есть очень большой шанс заработать очки у Могилева, потому что они всего лишь на 4 очка отстают от Немана. И есть все шансы, что максимально приблизиться именно вот к этим местам борьбу за медали. Ну и активно начинает Витебск. Кстати, стоит отметить, что сегодня Могилев играет в новой белой форме. Будем надеяться, что удача в этой форме девушек не покинет. Вот Яна активно, Артишевская, прессингует. Сведунович Мария с мячом. Денисенко. Безадресно Денисенко. И очень хорошо Васильева Наталья подключалась. Хорошо действует Верхолайцева. На самом деле, стоит обратить очень большое внимание сегодня вот именно на этого игрока Витебска, Екатерину Верхолайцеву. Отмечал ее Михаил Соболев как игрока, который может решить эпизод, может решить даже исход матча. Ну и в принципе у самого Михаила Соболева в команде достаточно хороший подбор игроков. Да, к сожалению, из-за травмы отсутствует Плещук Виктория.
В прошлом матче она получила. Ну и Гученко Любовь только приступила к тренировкам. Она сегодня у нас в запасе есть. Барлюгова с мячом. На правый фланг идет перевод. Осмоловская, вот она, та девушка, которая вместо Плесюк сегодня будет действовать на правом фланге. Артишевская Яна делает прострел в штрафную. И Нижегородова бьет. Ну вот он, первый удар. Кстати, стоит отметить, что буквально 3 дня назад у Нижегородовой Валентины был день рождения. 92-го года. Капитан команды Днепра. Достаточно опытный игрок. Ну и видим мы, да, что очень плотно друг к другу находятся девушки. Нижегородова выиграла верхнюю борьбу, но безадресно. И все, летит Витебск вперед. И Груша там с Капустиной, 21-х номера сегодня у нас на фланге будут бороться. И вы посмотрите просто, как замечательно Манюкова проходит к Карпову. По левому флангу идет, делает прострел. И спокойно, на месте Козлова Дарья, все спокойно. Но вот активно Днепр начинает включаться. Те самые необходимые очки. И на самом деле Витебск неплохо себя показывает в последних матчах. Достаточно хорошо девушки действуют. Не хватает чуть-чуть, конечно, им завершения, как отметил Сергей Вехтев, не хватает девушкам характера до конца матча, чтобы сдержать вот этот вот хороший и плодотворный результат. Либо какой-то момент завершить. Прошлый матч, кстати, Витебск сыграл с командой БФФ со счетом 2-2. Боевая ничья, хотя должны были девушки выигрывать там. Ну, а Днепр-Могилев уступил победу буквально там за 2 минуты одному из лидеров чемпионата, футбольному клубу Минску. Кстати, именно с этой командой девушки Михаила Соболевой будут сражаться в Кубке Беларуси. Денисенко с мячом в центре поля. Сразу очень быстро ее накрывают игроки Витебска. Ну что, Артишевская с Васильевой борются. Петрова поборолась хорошо. Васильева с мячом, да, капитан команды. И выше требует Михаил Соболев, чтобы играли его девушки. Осмоловская будет выносить мяч в игру. Спокойно действует Конева. И не получается у нее сделать хороший пас. Капустина с мячом. Хорошо. Зарина действует на левом фланге. Очень долго она держит, но хорошо. Осмоловская подключается к этой атаке. Бежит вперед. Что, будет убегать? Да, пробует. И хорошо сыграла Петрова Валерия. Аплодисменты заслужила. В матче вот именно с Бобруйчанкой там Витязь проиграл 3-2 в гостях. Но тоже можно было вот отметить как раз таки 11-й номер Петрову Валерию. Достаточно уверенно она действовала в том матче. Ну и в принципе по ходу сезона тоже. Хорошо она в обороне себя зарекомендовала. Первый угловой у нас был в матче. Спокойно, Нижегородова. Заброс штрафную, а там куча мала. Ситникова, Нижегородова. Обратно на Ситникову. Конева. И хорошо находит Денисенку. 13 номер, Манюкова Дарья это была. Увидела, но все на месте. Забирает мяч в руки Козлова Дарья. Но активно начинают Днепр
И это очень интересно, потому что как бы видно, что и Витебск тоже готов идти в атаку, готов идти вперед. Как сказал главный тренер Витебска Сергей Вехтов, сегодня мы настроены на результат, на победу и, самое главное, на красивую игру. Ну вот посмотрим, какая же будет эта красивая игра. Хотя вот даже в матче с Динамо, да, из Минска, девушки достаточно хорошо себя показали. Проиграли со счетом 0-3, но были моменты, и было видно, что команда достаточно дисциплинирована и хорошо подготовлена. Хорошо, спокойно забирает этот мяч Денисенко. И Романчук Каролина будет из аута этот мяч носить вперед. Петрова. Фалит на ней Смоловская. Ну и вот, опять же, те самые стандартные положения, друзья, о которых очень много мы говорим в последнее время в женском футболе. Достаточно много голов в этом сезоне уже забито с них. И тренер, что Михаил Соболев, что Сергей Вехтов, уделяют особое внимание данным эпизодам. И вот Капустина мчится вперед. Хорошо, впереди вот Капункина до мяча дотрагивается, наконец-таки. Вот мы ее тоже увидели в деле, но и тут же его теряет. Спокойно Ситникова с Коневой отыгрывается. Да, Зарина пропустила, думала, что там кто-то есть на фланге, а там никого не было. И фол у нас в центре поля. Очень активно. И такая игра, конечно, даже порой в мужском футболе не увидишь вот именно такой борьбы. Ну и вот по прошлому матчу, да, если судить, обидное поражение у команды из Могилева. Такие голы, которые, конечно, не обязательны были абсолютно. В принципе, наверное, то же самое можно сказать и про Витебск. Команда АБФФ, да, были руки, но, по-моему, девушка закрывала просто лицо, и все нормально. Продолжаем играть. Я тут соглашусь с Русланом Лобановым и его помощницами, что все нормально. Ну и да, правильное решение, потому что не получилось нормально принять мяч. 18 номера Ситниковой Арины это было, и она просто решила его выбить в аут. Вот мы находимся в футбольном манеже, друзья, и хочется сказать, что погода в Витебске сегодня достаточно плохая, дождливая, но вот как только началась игра, вот сразу вышло солнышко, и очень-очень ярко, очень красиво. Я надеюсь, что такую игру мы сегодня как раз-таки и увидим. И что немаловажно, друзья, достаточно большое количество болельщиков. Ой, как фалит. Мне показалось даже, что в ногу там. Да, это у нас, наверное, я так понимаю, Карпова Ксения была. Плохо мне отсюда видно. Ну и желтую карточку она зарабатывает. Ну и все. И все нормально. Это была, да, это Игруша Анастасия заработала карточку. Ну и вот тоже опасный стандарт. Видели мы, как может себя проявлять при таких стандартах. Ну и та же Артишевская Яна и Нижегородова Валентина. И вот, хорошо, на ближнюю. Хотя Михаил Соболев опять же отличал, что несмотря на свои пропорции, да, Нижегородова и Артишевская достаточно такие игроки, которые за верховой мяч не всегда могут побороться. Но хорошо. Это у нас 21 номер. Действует Витебска. И выпускает мяч. Игруша Анастасия. Та самая, вот, которая заработала желтую карточку. Ну да, вот она желтая карточка, чудотворная, что с людьми делает. Хорошо прошла.
Хорошо прошла она и чуть-чуть не получилось, что данный эпизод завершить. И вот мы увидели такой маленький прессинг от Витебска, который ни к чему не привел Капункина. Ух, как там Борлюгова она. Верхолайцева. Это... А, нет, нет, нет. За симуляцию. Борлюгова за симуляцию, 7-й номер. Ну, я так понимаю. Я так понимаю. Да. И очень много подсказок дает и один, и второй тренер. Совершенно верных, совершенно правильных. Встречать нужно девушкам из Могилева. Удар. Заблокирован. Калош с мячом. Заработала эпизод и заработала угловой. Молодец. Молодец. Ксения. Ну и вот уже угловой ворот Сидунович Марии. Тоже достаточно интересно может получиться. Там, я так понимаю, будет разыгрывать Васильева и Верхолайцева. Но туда к ним подошла и Артишевская, и Денисенко. Вот если смотреть штрафную, то, конечно, на подходе к штрафной только игроки Витебска. Ой, какая заготовочка интересная была! И, конечно же, 8-й номер Романчук Каролина долго думала, что делать. Васильева! Штрафную! Не попадает по мячу 11-й номер Петров Валерия. Как же опасно было. Попасть по мячу мог возникнуть и опасный эпизод, а даже и гол. Зарина с мячом. Ну и вот почувствовал Витебск, что может оказывать борьбу. Молодцы девчонки. На самом деле, вот пока долго мы уже не видим какой-то опасности у ворот Дарьи Козловой. Артишевская с мячом. В центре. Долго завозилась. Хороший отбор Сидорчук Анастасия сделала. Васильева. Борлюгова тут же забирает у нее мяч. Капустина. Вот в центре поля, да, такой есть, как бы, борьба, что ли. Еще и пока центр, скажем так, ни за кем не закрепился, то за одними, то за вторыми. И это несмотря на то, что уже вот 15 минут матча мы смотрим с вами. Ситникова на Коневу, спокойно. Ну и видно, да, что девушки не встречают высоко. Хорошо разыграли по левому флангу. Пасовать нужно! Ой, заждалась, конечно, с пасом. Осмоловская, удар. Выше ворот летит мяч. Ну, вот тот и момент уже у ворот команды Сергея Вехтева. Но опять же, вот этот вот достаточно стандартный случай для женского футбола, что свободный мяч в игру вводит не вратарь. Хорошо. Смоловская на газоне у нас поднимается. И свалила на ней Калоша Ксения. Тоже достаточно, вот мы видим, да, что пока что у команды Витебска такие хрупкие девчонки фалят, на самом деле. Хочется отметить еще один очень тоже такой важный факт, что команда Витебска
достаточно тоже вот сейчас такой период проходит интересный. По последним матчам, если рассматривать, то у них и победы над командой из Бреста, и победы над командами из Гомеля, да, то есть набирали они ход, зарабатывали очки, потом проигрыш, понятно, лидеру чемпионата, ну и с АБФ ничья. То есть, в принципе, как бы можно сказать, что девушки на ходу. И опять же, сейчас у нас с вами 9-й тур. Это завершающий тур первого круга. То есть уже вот по ходу него будет ясно по командам, кто где располагается, кто на каких позициях. Предварительно будет по окончанию сезона. Ну вот отметил еще, кстати, Михаил Соболев, что достаточно хороший тренер у команды оппонента, то есть Сергей Вехтев, успел он как игрок и поиграть в Боруссии Дортмундской. Ну и достаточно вообще, в принципе, хорошая карьера у него, как у футболиста, была. Нижегородова, дальний удар заблокирован. Хорошо, хорошо заблокировала. Колоса Ксения это была. Бузинова. Искала на Верхолайцеву, но только сейчас нашла, очень поздно. Конева, не спеши. Капустина. Обратно на Коневу. Нижегородова с мячом. Смоловская. Хорошо, Смоловская продвигает мяч вперед. На Капункину. Ну, Капункину никто не подсказал, конечно, что два игрока на ней висят. Артишевская. Догонит Артишевская. Хорошо делает пас Петрова. Ну и четко закрывает 15 номер Ситникова мяч корпусом. Тем самым дала Свидунович Марии она забрать его в руки. Аут в пользу Витебска. Ну вот пока никто не открывается, так. Бузинова с мячом в центр на Петрову. Петрова дальний удар. О, опасно. Вот это уже опасно. Но казалось, что даже если бы мяч летел в створ ворот, то все равно Свидунович бы его доставала. Артишевская. Кстати, очень такой тоже интересный факт. И в Витебске, и в Днепре достаточно много игроков собрано, которых просматривает тренер. Хороший дальний удар. Но Свидунович на месте. Под перекладину мяч летел. Так вот, главный тренер женской команды и молодежной тоже в том числе очень часто вот этих вот девушек смотрит, ну если не в основной состав, то как минимум на позиции запасных. Кстати, самая молодая сейчас у нас на поле это, если я не ошибаюсь, Капункина Валентина из Днепра, 2005 года рождения. Девушка. Вот еще один угловой. Ой, как неуверенно сыграл на выходе голкипер. Очень неуверенно и забивает Витебск уже на 22-й минуте с углового. Вот еще один угловой.
Ой, как неуверенно сыграл на выходе голкипер. Мяч в ворота футбольного клуба Днепр-Могилев забил игрок под номером 21 Игруша Анастасия. Вот и груша, вот что значит. Заработала карточку желтую. А теперь она ответила забитым мячом. Ну что, 1-0, и тем интереснее игра для нас, нейтральных болельщиков. Ну вот тоже, если даже разбирать, да, момент какой. Летел мяч, ну, с дальнего удара, да, Цветанович на угловой его отправила, казалось бы. Все спокойно. Почему не разобрать? Ну, тоже очень, очень странно. Но я думаю, что Михаил Соболев разберется с данным эпизодом. Ну что, вот это уже стандарт, который тоже можно интересно понаблюдать. Я так понимаю, Капустина, Заринова мяча, Нижегородова, да. У штрафной, на дальнюю штангу! Ту-ту-ту-ту, Денисенко, как же нашла Денисенко. Ух, оказалось, залетал мяч. Вот честно, очень быстро, очень интересно, никто не ожидал. Уже девушки становятся. Смоловская вперед. Встречать нужно, конечно, прессинговать. Хорошо. Петрова успеет за мячом. Успевает Петрова за мячом. И хорошо. Выносит мяч. И Верхолайцева! Верхолайцева Екатерина на левом фланге. Против нее действует Ситникова. Ситникова против Верхолайцевой. И аут. Да, тут не нужно валяться на газоне. Прекрасно это понимает сама Екатерина. Ну и вот, отмечу действие Романчук Каролины. Очень она зряче выбила этот мяч. А вот и удар от нее. Или это такой даже не удар, я так понимаю, что это заброс на дальнюю штангу. Капустина! Капустина! Бежит вперед! И хорошо, 22-й номер. Сидорчук Анастасия выносит мяч из-под ног Зарины. Здесь Смоловская уже с мячом. Смоловская на Артишевскую. Хорошо. Навес штрафную. Барлюгова неудачно. Нижегородова поставляет корпус. Осмоловская. Осмоловская вперед. На Артишевскую. Артишевская не добирается до мяча. Да, чуть-чуть, ну, не подобрала ногу она. И тем самым мяч покинул пределы поля. Очень негодует Михаил Соболев. Ну и на самом деле, конечно, чуть-чуть точнее нужно действовать девушкам. А вот по поводу команды Витебска, наверное, соглашусь с Сергеем Лептевым. Показывают ту игру, показывают те эпизоды, создают, завершают. То есть, ну, то, что и нужно, и делают по ходу матча. Капункина чуть не получилось. У нее должным образом работать мяч. Конева. Верхолайцева, как ее хорошо давила, вынудив отдать мяч вратарю. Светланович Марии. Осмоловская с мячом у нас уже на правом фланге. Артишевская. Фол. Петрова Валерия. Фалит. Осмоловского мяча. Смотрит она
Решает отыграть у нас Ситникова. Арина очень быстро. Хорошо, хорошо, через центр. Искали Денисенку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Борлюгова как наткнулась-то на ногу. Васильева упала, Борлюгова на ногу, но вроде все в порядке с Викторией. На правом фланге опять вот разбирается 18 номер. Чертишевской. Играем. Нижегородова. Теряет мяч, цвет показывает, играете. Хорошо, Капустина на Денисенку. Ху-ху-ху. Конева. Хорошо. Капустина. Борлюгова. Капункина. Денисенко. Артишевская. Хороший вынос. Нижегородова. Что, успеет Нижегородова? Первое намечение Нижегородова. Да, первое. На левый фланг. Дали девчонки мяч. Ну и по ощущениям очень неспешно как-то действуют девушки из Могилева. Хорошо, Денисенко, и бить нужно. Нет, проходит она. Ух, угловой. Молодец Денисенко, это ее эпизод. Козлова Дарья забивает мяч на угловой. Ну что, и Нижегородова с мячом. Обсуждают что-то между собой Манюкова и Капустина. И видим мы, что именно Капустина вот остается с Верхолайцева и угловой. Да, полили девушки Могилева. И быстро разыграли мяч. Команда из Витебска. Денисенко первая на мяче. Пас на Артишевскую. Нет офсайда. Играем дальше. Яна. Дальний удар. Ну, молодец. Ну, никто не ожидал явно, что будет такой удар. Закрутила, главное. Да, метров 2 от ворот, но в принципе интересное решение. Свидунович вот в такой форме похоже на Касильеса вот в Испании. Или, знаете, даже больше на Диего Лопеса. Вот я смотрю сейчас, вот она стоит. В Реал Мадриде, когда играл Диего Лопес, вратарская форма была вот именно такого цвета, как у Марии Свидунович. А у нас фол, прямо перед штрафной. Витебска. На Капункиной сфалили. И Артишевская тут же у мяча. У Артишевской очень классный удар. Очень классный. Не скажу, что прямо она может закрутить. Но если вот конкретно сильно и точно, да, это она. И стеночка. Нравится она стеночка. Хорошая стеночка из 4 игроков, 5, даже 4. Удар! Гол! Забивается штрафного на 31-й минуте. И стеночка. Нравится она стеночка. Хорошая стеночка из 4 игроков, 5, даже 4. Удар! Гол! Раз главный тренер Михаил Соболев. Дайте мяч Яне, она разберется именно на стандарт. Это некий белорусский Лео Месси при исполнении штрафных. Старорос не говорю, конечно же. Хорошо, Борлюгова борется за мяч. Как Борлюгова, да, на фланге оказалась. А вот который раз мне удается комментировать матч дня. И вот в каждом матче, хотя бы в одном, Борлюгова-то на правый фланг и перейдет.
Артишевская, Артишевская, хорошо. Смоловская, ну что, ух. Фол, да, фол у нас в атаке. Но сейчас посмотрим, как будет реагировать Витебск. Тоже очень интересно. Момент к моменту рознь, но вот предыдущие были опасны. Их было мало, но они были и были опасны. Петрова. Ух, это пас внешней стороной, она пыталась отдать. Очень интересно, красиво. Зарчук на правый фланг. Доберется Игруша, до мяча не добирается. Игруша. Хорошо заблокировала. Манюкова, ну что, Манюкова, получится забрать мяч у Манюковой? И да, молодец, Манюкова хорошо поборолась. Главное, не зря мяч в своей команде сохранила. Так, у нас мячом. Куча мала. Сразу 7 игроков боролись за мяч. Нижегородова. Вот всем бы иметь такого полузащитника, особенно опорного, да, который к атакам очень классно подключается, как Нижегородова. А вот если мы сравниваем Артишевскую при исполнении стандартов с Месси, то Нижегородову как опорника можно сравнить с Канте. Хорошо, хорошо. Ну и пока достаточно четко и грамотно выстроена оборона у Витебска. Вот оборонная линия хорошо держит. Нижегородова! Бить будет Нижегородова! Одну убрала, вторую! Ух, на третьей остановилась. И контратака. Контратака может получиться. За спину убегает. Верхолайца уже хотела убегать, но Петрова поздно. Денисенко на Артишевскую. Офсайда нет. Офсайда нет. Артишевская с мячом. Фалит она. Фалит Артишевская. Каролина Романчук. Грамотно действует сегодня. 8-й номер. Ну что, посмотрим. Правый фланг у нас будет, я так понимаю. Да, близко разыграли, хорошо. Орлюгова, Капункина, в центр никого. Нижегородова, дальний удар. Выше ворот. Ну что, на самом деле, вот по таким ощущениям, да, если Днепру удастся забить вот за эти оставшиеся минут 10, то это уже будет достаточно хороший задел на следующий тайм. Ну, а если счет таким сохранится прежним, а еще если Витебску удастся самому забить, то это уже, конечно, будет интересно. Все-таки Днепр явно фаворит в матче. А Смоловская хорошо и как много, очень сильно-то, конечно, Петрова сыграла сейчас. Больно Смоловской. И вот и Игруша Анастасия. Да, конечно. Вот тот момент, вот только что, вот Смоловская, да, пыталась, перед тем, как будет она разыгрывать, пыталась мяч. Игруша тут ногами пыталась что-то болтать, не давать тянуть время. Ну и вот, наверное, это, знаете, тот момент, когда Бог все видит. Футбольный Бог в данном случае. Опять же, да, такая футбольная хитрость, понятно, но все равно, рано или поздно. Очень больно Анастасии. Не знаю, сможет ли она продолжить встречу. Или будет у нас замена. Ну да, конечно, это всегда очень травмы. В прошлом матче, да, походу, Лисюк заработала. Достаточно девушкам болезненно переносить. В принципе,
говоря о таких вот травмах, да, когда уже команда сыграна, и если игрок выбывает на долгое время, особенно в женском футболе, не так легко найти ему замену. И пошли разминаться девушки Сергея Вехтева. Спокойно забирает Козлова дальний мяч в руки. И вперед выносит мяч. Жигородова. Не точно. Конева хорошо. Сизникова на Смоловскую. Смоловская. Арсевская. По флангу. Артишевская. Конева не спешит. Тем самым злит на Михаила Соболева. Денисенко. Артишевская. Артишевская с мячом. Ух. Хорошо мяч летел, хорошо. Но не в створ. Ну и опять же, по-моему, Дарья Козлова реагировала на данный эпизод. Поэтому паутинку навряд ли вы получите снять. Вроде бы я смотрю, вроде бы сможет продолжать игру 21 номер, Груша Анастасия. Свистит судья. Фалит капитан команды Васильева Наталья. Нижегородова вот отсюда уже, вот с этой вот позиции, конечно же, чуть дальше, да, казалось бы, пару метров. Но вот чуть дальше уже Нижегородова с мячом. Удар! Ой, Нижегородова сбивает! А вот он! Тот самый стандарт. Ну что, на 40-й минуте. Мяч в ворота футбольного клуба Витебск забил игрок под номером 27. Нижегородова. Да, конечно. Ну что, и готова Груша Анастасия вступить в игру, друзья. Разрешает Руслан Лобанов ей это сделать. Ух, Нижегородова, ух, молодец. Ну и вот практически, я говорю, с той же позиции, как и Артишевская, метр-два дальше. Обычно, вот, даже когда на разминке, да, смотришь, приезжаешь заранее на матч, когда команды разминаются, ух, как Каролина ошибается, практически не попадая по мячу. И атаку продолжает Днепр. Разыгрались девушки, почувствовали вот эту вот кровь. Так вот, когда приезжаешь заранее на матч, видишь разминку игроков, и когда вот именно дело доходит до ударов, всегда кажется, что Нижегородова бьет куда-то вот вверх туда, как будто хочет достать до луны. Но когда начинается матч, и когда ты видишь, как, в принципе, летят мячи после ее ударов, то понимаешь, что разминка для того и разминка, чтобы прицелиться, а уже на игре забить. Ну что, чуть меньше 5 минут до конца основного времени первого тайма. У нас хорошо. Не спешат сейчас девушки из Могилева. Что-то пытаются придумать. Хорошо. Но безадресно. Капустина Зарина пасовала, но вот я так понимаю, что Капункина там искала впереди, но не нашла. Манюкова. И все спокойно, не фалит на ней. Карпова Ксения. Скажет судья, что можно было играть. Вперед.
Манюкова, Варлюгова. Еще один аут. Капустина будет вводить мяч в игру. Варлюгова. И выдавливают, да, выдавливают. Все правильно делает оборона Витебска. Хорошо, Манюкова с мячом. И Витебск зарабатывает право вести мяч в игру. Денисенко, неудачно, неудачно. Денисенко действует. Но быстро поднимается и хорошо переводит на правый фланг на Артишевскую. Артишевская чуть быстрее. Нужно действовать, да, подождала она пока Нижегородова с мячом, дальний удар. Хорошо, хорошо действовала Артишевская в данном эпизоде. Не смогла она пройти, решила подождать партнеров по команде, тем самым доставив неудобства, как минимум, вратарю, да и всей команде Витебска. Второй номер на газоне у нас. И очень больно Сидорчук Анастасия. Пыталась она побороться за мяч. Ну что, и на самом деле, если говорить про добавленное время к первому тайму. 3 мяча мы увидели. Увидели лежащих на газоне девушек. Желтые карточки, угловые, стандарты. То бишь 2-3 минуты судья вправе добавляет спокойно. И вот уже погрелась девушка в форме Диего Лопес, Свиднович Марек, вратарь команды из Могилева. Артишевская. Хорошо, хорошо, хорошо. Капустина успевает, Капустина, Зарина далеко отпускает мяч. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Неудачно, но и хорошо Каутова, Ксения, там подключилась тоже. Видно, что конец первого тайма, играем мы по-взрослому, играем 45 минут. Но и девушек физика пока не подводит. Аут в пользу Витебска. Сколько? Минуту добавляет судья. Ну, сейчас посмотрим, как эту минуту используют девушки. Конечно, есть надежда, что, может быть, и даже Витебск забьет. Но для этого нужен момент. Смоловская. Васильева тут прессинговать ее пыталась. Хорошо вперед, но нет там никого в центре. Артишевская доберется до мяча, добирается Артишевская хорошо до мяча. И быстро-быстро видно, как подключаются ее партнеры по команде. Заброс штрафную. И выносит мяч защитники Витебска. Все, свистит судья. Конец у нас первого тайма, друзья. 1-2. Витебск, Днепр. Ну что, буквально прервемся с вами на паузу в 15 минут, после чего встречаемся в футбольном манеже в Витебске.
Счет у нас 1-2. Все забитые голы были с стандартов. Сначала отличился у нас Витебск с углового. И потом с двух практически одинаковых стандартов, штрафных ударов забила Артишевская и Нижегородова у Днепра. Ну что, посмотрим, какие были тактические изменения сделаны Михаилом Соболевым, тренером Днепра, и Сергеем Вехтевым, тренером Витебска. Артишевская, хорошо. Вот по ходу первого тайма, что можно было бы отметить, и кого самое главное. Если как команду, то Витебск нравится очень тем, что свои эпизоды он хорошо реализовывает и показывает хорошую игру, и вот именно там, где это нужно. По крайней мере, первые 30 минут так и было. Ну что, не свистит судья у нас, Бузинова с мячом. Хорошо, хорошо, Игруша на правом фланге. Ну что, Манюкова. Поборолась Манюкова за мяч. Капустина выносит мяч вперед. Конева. Бросается на Капустину. Зарина вперед. На Капункину. Нижегородова, капитан команды. Хорошо, хорошо, хорошо. Манюкова. Манюкова вперед на Артишевскую. Артишевская с мячом. Офсайд. Фиксирует судья. Офсайд, да, там буквально в полноги. Если и было, то и хорошо. Ну что? Мне кажется, что через правый фланг, да, будет действовать. Так и получилось. Отлично, отлично действует Смоловская на правом фланге. И лежит у нас 13 номер на газоне Манюкова. Так вот, про Смоловскую хорошее перемещение у него было по полю в данном эпизоде. Но в данной ситуации сейчас у нас Манюкова Дарья встала, и хорошо. Все в порядке с ней. Очень классные яркие бутсы у Ольги. Нижегородова первая на мяче оказалась. Верхолайцева не успела. Кстати, вот по матчам, да, что какие можно сделать изменения. Понятно, что под каждый матч своя тактическая установка. Но вот Верхолайцева в некоторых матчах, да, играет именно вот в центре, за верховую борьбу борется. То есть мячи идут верхом. И очень странно, что в сегодняшней игре у нас такого мы не видим. Вообще, в принципе, верхних мячей от Витебска как бы таковых и нет. Хорошо, Капункина, Варлюгова на Капункину. Идет хорошо, ой, последний пас не получался, но и оказалось, что Артишевская была в офсайде. Спокойно, спокойно нужно действовать. Манюкова Дарья. Это была. И вот и Смоловская с мячом. По первому тайму, кстати, тоже достаточно большое количество действий результативных она делала. И, кстати, вот, наверное, опять же, да, я сравнивал сегодня форму Сигнович Марии с командой Реал Мадрида, да, сезон 12-13 годов, когда тоже такой же раскраски формы была. Так вот, если говорить про команду Михаила Соболева, чем мне напоминают крайние защитники, да, то бишь Капустина и Осмоловская. Капустин это, да, такой технарь, который высоко и очень хорошо подключается к атакам. Да, Зарина действует на левом фланге, как и Марцело, в принципе, в Реал Мадриде, да, в свое время. А Осмоловская это некий такой, опять же, да, Дани Карваха тех времен,
поскольку очень хороший на защитник, но и в атаке у нее очень все хорошо получается. Вот это, кстати, она сейчас делала такой навес в штрафную, но хорошо на выходе сыграла Козлова Дарья. Хорошо, хорошо, хорошо. Игруша вперед. Верхолайцеву. Верхолайцев на скорости. Игруша обратно подключается. Ух, убирает на Борлюгову. Отлично. Бить нужно было. Сделаем такой прострел в штрафную. Удар. Ну все, капитан команды, 9 номер, Васильева Наталья. Но чуть не точно, да, и Суднович, в принципе, реагировала на мяч. Все, она видела спокойно. Смоловская. Яну. Артишевскую. Конева, Конева с мячом. Вперед, центр. Капункина. Хорошо, хорошо, хорошо. Разгоняется атака. Верхолайцева с мячом. Ну что, на выходе Сведунович Мария отлично сыграла. Верхолайцева далековато отпустила мяч. И вот, опять же, да, только недавно упоминал эту фамилию, Капункина. Хорошо ее выключили из игры. Очень хорошо. И Денисенко... Анна тоже вот в центре у нас, да, ну, по крайней мере, она чуть больше заметна. Капункина же прикрыта Якушевич Александрой. И, в принципе, незаметно сегодня, да? По крайней мере, по первому тайму это было. Ух, хорошо разобралась Сидорчук! Ну и вот. Наверное, пошла беседа в перерыве с тренером на пользу именно команде Витебска. Лехтев Сергей какой-то все-таки ключик и нашел. Не знаю, получится ли открыть замочек этим ключиком. Но пока что вот сыграно, да, больше 5 минут второго тайма. И видно, что Витебск переигрывает команду из Могилева. Хорошо. Вперед на Артишевскую. Ах, не добирается мяча Капункина чуть-чуть. Загородова. Артишевскую. Вот мяч доходит до Яны. Хороший пас. Денисенко, удар дальний. Штанга спасает сейчас ворота Витебска. Или все-таки вратарь отбил? Вот тоже интересно. Ну, мне почему-то казалось, что штанга, но не знаю. Не хотелось бы просто списывать заслуг Козловой Дарьи. Вратаря. Ух. Что, Борлюгова? Капустина, дальний удар. Козлова на месте. Хорошо, но прям в руки мяч летел Дарье, и она спокойно, без каких-либо усилий мяч зафиксировала. Хорошо, Денисенко. Ух, понятно, Денисенко. Да, спокойно. Вперед. Ух, снимает с головы. Прям вот мяч летел так на Манюкову. Замечательно. На Денисенко. Борлюгова вперед. Денисенко, ой, подскользнулась Денисенко и больно ей. Лежит на газоне. Конева. Хорошо, Конева. Очень интересно сейчас, да? Днепр играть начал шире, а Витебск хуже. И это заметно прям очень так по расстановке. Тоже, кстати, на игру влияет. Поскольку
Да, это такая вот тема с Ман-Сити. Гвардиола, да, то есть зачем бежать, если можно мяч отдавать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 17 номер, как же неудачно играет Ситникова Арина, прям такой мужской футбол. И достается. Достается у нас игроку Витебска. Кто это был? Пока не могу разглядеть. Бузинова Елена, по-моему, мне так кажется, это была. Да, очень больно. Это, да, такой мужской футбол. Мы прям с вами смотрим. Надеемся, что все будет в порядке с игроком Витебска. И вот стандарт. Напомню, что все мячи сегодня были забиты со стандартов, поэтому на них мы обращаем особое внимание. И словно солнышко над Витебском у нас, друзья. А не знак ли это, что нас ожидает с вами интересный гол? Ух, какая куча мала! Нет, 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 играть продолжаем, конечно. Конечно, нужно продолжать играть девушкам. Капустина, как поборолась Зарина за мяч! Ух, вот она, да? Тут сам Марсела. Ворлюгова с мячом. Нижегородова. И игра у нас активизировалась. Хорошо, хорошо, хорошо. Главное не фалить, главное спокойнее. Вперед на Артишевскую, на Денисенко. Денисенко с мячом. Борлюгова не добирается Борлюгова до мяча. Но опасно нашла. И хорошо разобрался судья. Поскольку обычно перепрыгивают, да, тут она прям с ногами бежала до последнего. Капустина борется. 21 номером столкнулись. И хорошо Игруша действует по флангу. Хорошо, хорошо. Нижегородова не забирает у нее мяч. Пас на Бузинову. Бузинова. Игруша. Бузинова. Сидорчук туда. На левый фланг. На Петрову. Якушевич налево. Хорошо, хорошо. Ну, пока вот эта вот перепасовка, но она ни к чему не приводит. А привела она. Привела, что Свидунович Мария держит мяч в руках и начинается атака Днепра. Яна Артишевская вперед. Очень сильно она дает мяч. Денисенко. Денисенко что, борется за мяч? Да хорошо, Денисенко, посмотрите, а. Или это Капункина была? Да, прошу прощения, конечно же. Это Капункина, 18 номер. Не зря вот мы о ней вспоминали. Хорошо, хорошо, хорошо. Смоловская выталкивает игроков соперниц. Конева. Выше, выше, выше начинают девушки из Витебска. Хорошо, хорошо, девушки действуют. Сидорчук Анастасия поборол. Игруша. Аут. Теряет мяч. Верхолайцева Екатерина. Это была... Ну что, и Капустина будет мяч на Борлюгову. Но неудачно. Да, разобрать игроков. Просит Нижегородова, капитан команды, своих партнеров. Карпова. Дальний удар от Карповой. Хорошо действует Свидунович Мария. Забирает мяч в руки. Смоловская. Что придумает Смоловская? Отыгрывается с Артишевской.
Артишевская по правому флангу. Хорошо, 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 Артишевская. Смещается в центр Артишевская. Нет, заблокирован пас. Сидорчук Анастасии. И вот подсказывают Капустиной Зарине, что правый фланг у тебя. Спина, конечно, но Зарина все видит. Но опять же, Игруша очень скоростной игрок, и тут не нужно вот так вот действовать, не думая. Вот, 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 да, Верхолайцева с мячом. Конева ее встречает. Никто не помогает Верхолайцевой. Ух! Карпова плохо попадает по мячу. Но, по крайней мере, хорошо, что сейчас она сделала это решение. И выбила мяч в аут. Ну что, Зарина. Хорошо, она увидела Капункину. Капункина давит, вынуждает 9 номер Якушевич разворачиваться. Нижегородова. Денисенко. Хорошо, Денисенко. Такая маленькая, а корпусным классом закрыла. Ух, не получается у Манюковой сделать должным образом пас. Нижегородова. Ну что, вот здесь уже очень такое противостояние у нас Капустина и Груша. Очень мне нравится оно, потому что одна, то вторая в этом противостоянии выигрывает. Горлюбова. Капустина. Ой, Капустина как упустила мяч, потеряла. Верхолайцева уже с мячом. Бузинова. Хорошо. Сидорчук действует в центре. Мяч уже у Васильевой. Свидунович, браво. Забирает мяч в руки. Хорошо. И выше требует Михаил Соболев. Действовать девушек. И очень интересно такая вот сейчас у нас опять расстановочка в центре поля. Хорошо, Ситникова. Призывает Сергей Вехтев прессинговать девушек. И хорошо Свидунович подумала. Обрезала сразу троих. Смоловская. Ой-ой-ой, какой фол. Ну вообще, вот такой, конечно, не вынужден абсолютно. Ну, обыгрывает себя, ты уже видишь. Зачем вот это вот делать? Тоже очень непонятный, конечно. Ну и это снова Петрова Валерия, кстати. Вот от Петрова Валерии. Нельзя и фалить на самом деле. То можно рваться и на красную карточку таким образом. Хорошо Васильева действовала, капитан команды. Ну что? Кто-нибудь откроется? Да, открылся под мяч Петрова. И фалит на ней Нижегородова уже. Вперед. Верхолайцева. Дальний удар. Спокойно Свидунович. Видела, что мяч не летит в сторону ворот. Такая некая футбольная хитрость, попить водички. И меняет. Вот, кстати, я вот это вот очень люблю. Сейчас будет интересно понаблюдать, как Дарья Манюкова с Артишевской Яной поменялись. А все почему? Ну, в принципе, они так от матча к матчу, бывает, ну, так вот, да, делают. Периодически Михаил Соболев так. Но в данном случае я понимаю, что 21 номер на правом фланге Витебска, да, это Игруша Анастасия, очень себя активно проявляет и тем самым заставляет порой даже ту же Зарину Капустину ошибаться. И вот
интересно будет посмотреть, как, в принципе, даже будут комбинировать. Девушки на левом фланге у Днепра. Артишевская, хорошо. Артишевская дожимает. Нужно, жмет Артишевская. Не получилось у нее развернуться. Карпова выбила мяч, но вот мы видим уже тот опасный момент, который мог возникнуть у ворот Дарьи Козловой. Ну, в принципе-то еще эпизод не доигран. Аут. Бросает на Капункину. Капункина так потерялась сразу в защитниках. Капустина молодец. Но не получилось у нее забрать мяч. Нижегородова забирает. Да. Игруша убегает от Нижегородовой, казалось бы. Конева. На Свидунович. Свидунович на Капустину. Хорошо. Игруша. Пяточка как сыграла. Ух, молодец. Технично. Игруша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Браво, и это аплодисменты Ситниковой Арине. Ну и вот, Игруша на газоне у нас. Просит медперсонал подбежать, помочь. Я напомню, что в первом тайме тоже были проблемы у Игруши с ногой, а именно, по-моему, связки левой ноги у нее пострадали по первому тайму. Ну, посмотрим, как будет сейчас. Но я так понимаю, что будет делать скоро и замену и Сергей Вехтев, потому что количество игроков разминается у него. Интересно, конечно. Что придумает? Отыгрывать надо мяч, по крайней мере, чтобы заработать хотя бы одно очко. Важное очко, поскольку если Витебск даже в данной встрече еще есть возможность набрать 3 очка, наберет 3 очка, поднимется выше, это будет неплохо таким образом закончить первый круг. Ну и подустали девушки, видно, да? Да, слышно, как Игруше больно, прямо вот тут с комментаторского мостика. Очень, конечно. Не хотелось бы, чтобы девушка получала травму. Анастасия, кстати, 2001 года рождения. 15 апреля исполнилось ей 20 лет. Но вот видим мы, что она уже успела закрепиться. И почему-то вот подсказывает мне, что замена будет именно ее на Логинову Викторию. Что Виктория должна появиться на поле. Ну, как бы, в принципе, что-то должен придумать сейчас Сергей Вехтев. Да. Покидает поле Игруша Анастасия. Желаем ей здоровья. У нас замена. Ждет судья. Пока девушка будет готова. Да. Все правильно, Игруша уходит в поле, и появляется Логинова Виктория, 14 номер. Что можно сказать про Логинову Викторию? Достаточно быстроходная футболистка, и не то чтобы технично, но может какой-то эпизод завершить. Хорошо, аут в пользу Витебска. И видим мы, как интересно действует именно штрафной. Команда Михаила Соболева. Стоят такие стенки в несколько слоев.
Можно назвать это так. И снова мяч у Витебска. Карпова Ксения будет вводить мяч в игру. Хорошо, Артишевская делает отбор. Бежит вперед Артишевская. Убегает, убегает. Хорошо, далеко мяч спустила. Ой-ой-ой-ой, фалит она. Вот, да, вот это вот то самое, что не обязательно делать. Но и тут, да, не права. Она, конечно, могла она из капунки отыграться и уйти влево, сделать чуть шире. Зачем был этот фол? Ну, далеко и мяч спустила. Хорошо, хорошо, хорошо. Логинова. Вот касание до мяча было. Но Конева не дала ей пробежаться вперед. Хорошо, Бралюгова с мячом. Центр смещается, Бралюгова. Верхолайцева попыталась собрать мяч, но не хватило ей роста в подкате в данном случае. Хорошо, хорошо, Манюкова отыграла Денисенко. А Денисенко молодец. Прям так, ну, никто не ожидал, а пас действительно был хорош. Капункина не убежала. Хорошо, Нижегородова руками, да, подыграла себе. И главное не спешить, главное не спешить. Вот, да, правильно делает Бралюгова. Разобрали игроков. Левым флангом, да. Он открывался. Хорошо, Логинова. Артишевская. Хорошо, хорошо, хорошо. Очень отлично действует в защите Карпова. Якушевич. Денисенко с мячом. Пас вперед. Ну и отлично, конечно, пасы идут от Денисенко, но мне непонятно, почему пока Валентина Капункин чуть не ускоряется чуть раньше, как будто, да, она не чувствует. Но и не опека хорошая, конечно, стоит отметить. В исполнении 8 и 10 номера, поэтому Бузинова. Верхолайцева чуть тоже так пониже опустилась. Капункина, вот Валентина, хорошо, Валя. Бралюгова на левый фланг. Артишевская бьет. Забивает Артишевская, да, забивает Артишевская. Забивает. Очень классный мяч под перекладину. На 74-й минуте. Браво, Яна. Ну вот так вот, да, так вот. Ну и браво, Яна, браво, пас, да, который к ней прилетел, и браво, Михаил Соболев. Поменял фланги, и это заиграло. Это заиграло, вот о чем было. Люгова на левый фланг. Артишевская бьет. Забивает Артишевская, да, забивает Артишевская. Такому Сергей Вехнев и его команда, хотя, возможно, и был готов, но просто не ожидал, что Артишевская так заиграет. Ну и опять же, это недостаток, нехватка той же Игруши, да, которая покинула поле. Очень сильное давление, опеку большой на себя брала. Снова Артишевская. На дальний фланг. Ух. А Смоловская, да, по-моему, там была, если меня не ошибает. Срени. Хорошо, хорошо. Как же Петрова Валерия, да, действует. И мяч Зинович уже. Спокойно. Конева. На Артишевскую. Артишевская хорошо. Отдает. Отлично. Капункина хорошо, хорошо. Бежит вперед. По штрафную на Денисенко. Денисенко внешней стороной пыталась она отдать на Манюкову, но не хватило силы, то есть мяч и не ворота не пошел, и не Манюковой полетел.
Хорошо, Верхолайцеву сегодня держит все-таки 17 номер Ситникова Арина. Не дает ей что-то предпринять. Замена в составе футбольного клуба Витебска вместо игрока Калоша Ксения уйдет у нас в поле, и появится Шараева Александра по 13 номером. Шараева Александра. Ну тоже, да, такая замена. Уже именно для атакующего футбола от Витебска. Уже тут что оборонять? Тут уже нужно забивать. 2 мяча как минимум. Ой, как хорошо, как хорошо. Двигалась 22 номер. Сидорчук Анастасия это была. И Зарина Капустина на ней спалила. Да. Хорошо, хорошо, хорошо. Очень действовала Анастасия. Я надеюсь, что с ней там нормально все. Ну, раз с газона встала, значит точно все хорошо. И стандарт, друзья, у нас стандарт. Но недоволен Михаил Соболев. И я думаю, что вы могли слышать его выкрики. Конечно, он высказывает недовольство. И в сторону Борлюгова Виктории. Поддерживают болельщики, маленькие зрители. Витебск. У мяча у нас 9 номер. Васильева Наталья, капитан команды. Удар! Браво, браво, просто браво. Свидунович Мария. Мяч так классно летел. Прям вообще. Хорошо под перекладину, но по центру просто что, да, не совсем удачно. Ну что, вот один гол Витебск сегодня с углового забил, да, при неудачных, конечно, действиях вратаря Свидунович Марии. Посмотрим, как они справятся на этот раз. Интересно. Забрали игроков штрафной. Ой-ой-ой-ой. Что, второй угловой? С противоположного фланга уже будет он. И что, Верхолайцева? Да, Верхолайцева будет исполнять данный угловой удар. А вот здесь уже интереснее, потому что по-другому будет как-то разыгрывать угловой. Я так понимаю, что тоже на дальнюю, да, кто-то? Нет, на ближнюю. Вообще очень хорошо, хорошо, хорошо. Капункина опустилась. И что, получится перспективная контратака? Да, может получиться. Борлюгова, хватай мяч, беги вперед. Давай, 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 Вика. Капункина должна отыграться быстренько с Артишевской. Да, Валентина. Неудачно. А вот и Конева, вот и Логинова вышла на замену. Должна набежать вперед Логинова. Хорошо, Капустина. Распалась игра у Витебска чуть-чуть. Очень видно это. Нету четких линий. Ну, хорошо действуют девчонки. Очень, самое главное, уверены. Поборолась за мяч. Манюкова была. Не совсем удачно. Вперед на Логинову. Ну что? Зарина тут. Это вам не игруша Анастасия. Тут можно делать проще. И опять разворачивается. Но я не знаю, уже как-то можно было понять, что 10-й номер Якушевич Александра. Когда становится спиной к воротам, она не отдает вратарю, она разворачивается. Ну и в принципе команда Витебска мало отдает вратарю. Следовательно, что? Следовательно, нужно играть до последнего. Валентина, Валентина. Дает назад на Денисенко. Хорошо, хорошо, хорошо. Смоловская. На Артишевскую. Нет офсайда, и офсайда нет, друзья. Ой-ой-ой-ой. А могла зайти на хитрик.
Да, могла зайти на хитрик и снять все вопросы, что правильно говорит Михаил Соболев. Но она левша. Все, что нужно знать. Под правую. Ну, могла, конечно, она отдать. Там была одна денежника Капункина Валентина. Ну, почему-то все так посчитали, на самом деле, да, тут все думали, что будет бить Яна, так она и сделала, но неудачно. Опять на Яну Нижегородову. Офсайд. Хорошо, хорошо. И предлагает встречать. Капитан команды Днепра оппонентов. Но опять же, да, вот у нас остается меньше 10 минут до окончания основного времени. Никак дорога, да, это, или физическое усталость, состояние не сказывается на девушках из Могилева. Продолжают они также быстро атаковать, передвигаться по полю. Тоже стоит отметить работу тренера по физподготовке. Я думаю, что, в принципе, весь тренерский состав Днепра. Ну и что интересно, почему примечателен этот матч нам, да, то есть он идет в среду, тем, что достаточно большое количество игроков, да, особенно там Гомель или Брест, да, они еще работают в основное время, то есть, да, там, либо где-то учатся, ну, то есть не всегда получается посреди недели сыграть матч. Вот, в данных командах такой проблемы большой нет, да, то есть там может быть 1-2 человека не могут в день матча принять участие, но в целом достаточно хорошо смотрится, и поэтому ровный такой состав и ровно идут по турнирной таблице. Нижегородова вперед! И кто еще может появиться на поле у Витебска, чтобы усилить игру? Ну, вот есть легионер Скрипкова и Елена. Тоже из России девушка. Достаточно опытный, хороший игрок. 2003 года она, но уже успела поиграть, набраться опыта. Интересно, вместо кого она, конечно, выйдет, если она появится сегодня на поле. Зарабатывает. Стандарт Витебск. Хорошо. Что? Денисенко фалит. И быстро просит ее Бузинова Елена играть. Ромачук Каролина тоже в том числе. Вот сейчас она будет у мяча. Штрафную будет грузить. Конечно, Каролине только в штрафную грузить. Время уже поджимает. Отыграю сам с Бузиновой. Ух, Каролина. Как она пробила, да? Не совсем удачно, но... И да, друзья, конечно же, хочется напомнить всем тем, кто любит футбол, не только женский, что уже 23 мая у нас будет финал в Гомеле Кубка Беларуси. Ислыч встретится с Батэ. Да, вот та самая Ислыч, которая смогла одолеть Грозный Шахтер, который идет на своем пути, сметая всех в чемпионате страны. Поэтому приходите все на стадион, покупайте билеты, в Тикет Про. А у нас замена, друзья. Появится, да, все-таки Скрипкова Елена, а уйдет Петрова Валерия. Отыграла Валерия сегодня хорошо. Были моменты, конечно, когда тренер был недоволен, но в принципе уверенно. Ну и посмотрим, как она сейчас будет действовать. У нее есть все-таки время, чтобы отличиться.
Артистерская пяточка, но так, конечно, чуть не продумано. Хорошо, мяч не выходит. Капункина борется, Капункина. И грамотно Верхолаевцева подставила корпус. Капункина выше, выше, выше. Артишевская. Капункина, офсайд. Да, Капункина смотрела на мяч, но не смотрела на игроков оппонентов. Тоже очень важно. Ну что, и предлагает выше, выше, выше идти девушкам. Конечно. Нижегородова первая на мяче, но не получается у нее отдать пас вперед. Капустина. Шире. На Манюкову Капустина пасует. Осмоловская. Осмоловская. Аут, выбивает мяч. Замена в составе футбольного клуба Днепр-Могилев. Вместо игрока под номером 97 Артишевской Яны в игру вступил Да, игрок отлично. под номером 9. Очень хорошо Валерия. сегодня сыграла Артишевская, забила два важных мяча. И Барбаренко Валерия появится вместо Яны на поле. Валерия тоже очень хорошо себя проявляет, вот даже выходя на замены. Сильно, мощно действует она. Но опять же, вот правый фланг она занимает, а Манюкова Дарья возвращается обратно на свой родной, на левый. Да, друзья, и вот в 7 часов, да, все трибуны в футбольном манеже на стадионе заполнены. Будний день, но это ли не прекрасно, я считаю, для развития нашего футбола. Тем более, что футбол сегодня получился хорошим. Достаточно и погода сегодня такая благоприятная именно во время матча. И вот, хорошая может получиться атака у Могилева. Барбаренко вышел на замену. Неточный пас. На газоне девушки. Больно, конечно, им. Но не хотелось бы, чтобы ни Нижегородова, ни вышедшая на замену Скрипкова Елена не получили травм вот именно под конец этого матча. Хорошо. Показалось, что мяч попал в руку Капустиной, но нет, продолжаем играть. Ну и да, друзья, вот таким образом, что у нас получается, если все-таки Днепр сегодня одерживает победу. Днепр так и останется на 4-й позиции. В активе он уже будет иметь 18 очков и отставать от сегодня проигравшего с крупным счетом Немана на 1. Витебск, опять же, будет пока что время на 7-й позиции с 7 очками. Но, возможно, это только второй матч тура. Его получится сменить у команды АБФФ. Денисенко хорошо в штрафную входит Денисенко. Хорошо действует на Нижегородову. Чуть-чуть не хватает Барбаренко Валерии, чтобы отличиться, вышев на замену. Ну что, сейчас мы увидим, сколько судья добавит времени. 3 минуты. 3, да, минуты добавляют судья. Ну что, на самом деле, да, можно сказать, что на самом деле-то и 3 минуты
не так уж и много, потому что было достаточно большое количество остановок в матче. Капустина находится на Бурлюгову, но там прочли защитники Витебска данный эпизод. Капункина. Хорошо, Капункина борется. Как очень интересно она, конечно. Пыталась под себя мяч убрать. Нижегородова, Капустина, Верхолайцева. Закрыла корпусом, хорошо на Логинову. Логинова не точно отдает на Верхолайцеву мяч. Хорошо действует. Очень уверенно, самое главное, защита Днепра в своих силах. Ну что, и атакует. Одна, наверное, из последних атак команды Михаила Соболева. Хорошо перемещаются девушки. Отлично. Верхолайцева вперед. Бузинова. И не спешит. Вот тоже самое главное, да? Не спешат девчонки. Ну и Днепр уже подустал так и дает своим оппонентам играть. Что, Капункина, Денисенко. Хорошо перехватывает мяч Имачук Каролина. Хорошо. Все, отлично у нас, друзья. Ну что, Витязь Днепр-Могилев 1-3 на табло, друзья. Всех поздравляю с этим красивым матчем. Девушек с интересной игрой. С вами был я, Владислав Франкевич. Встретимся на белорусских футбольных полях.